Каждый третий житель республики сталкивается с проблемами повышенного давления. Гипертонию называют молчаливым убийцей. В большинстве случаев она протекает бессимптомно. А вот последствия могут быть самыми печальными. На возраст и генетику повлиять мы не в силах. А вот что можно сделать уже сегодня, знает Александра Головина. Примерно 70% всех инсультов можно предотвратить, контролируя лишь артериальное давление. Для этого каждый день необходимо соблюдать ряд нехитрых правил. Быть физически активным, например, предпочитать лифту ходьбу по лестнице. 10 тысяч шагов в день – это, конечно, средний показатель. Этакий золотой стандарт, к чему нужно стремиться. При этом важно помнить, физическая активность должна приносить удовольствие. Пешие прогулки, бассейн или силовая тренировка – выбор только за вами, но сделать его нужно обязательно. Это поможет, если не избежать гипертонии, то облегчить ее течение. Сегодня наша страна занимает одно из лидирующих мест по количеству инсультов, а это прямое следствие высокого давления. Если брать проблемы преждевременной смерти в популяции вообще, если откинуть 2020 год как проблему ковида, да, то есть, а все остальное, то если у нас 35% всех преждевременных избыточных смертей связаны как исход нелеченной, недостаточно леченной артериальной гипертензии, то вообще на самом деле это первая проблема в популяции вообще, если мы говорим о преждевременной смертности, о тех случаях смерти, которые можно эффективно предотвращать. О здоровом образе жизни, который напрямую влияет и на давление, в том числе, говорят на площадке здоровья в Доме дружбы народов. Региональный Минздрав организовал лекцию-беседу по профилактике, трансляция идет в интернете. Всем участникам измеряют давление, определяют индекс массы тела, содержание жира в организме. Это висцеральный жир, жир вокруг внутренних органов, он завышен. Завышен? Да, 9 норм. Сало много ем. Вот, 9 норм, а у вас он, видите, Он насколько очень, значит, выше, да? как убавлять надо, Ага. сало меньше И кушать. индекс массы тела в норме. Народный артист Коми Василий Рочев любит сало и кофе. И это, конечно, не самые полезные привычки, но в меру можно все. В доказательство – нормальный индекс здоровья. И это в 70 лет. Особенно ничего не делая, я просто очень люблю жить. Просто жить. И страшно люблю это слово. Для меня страшно. Это очень хорошее слово «петь». Философия очень простая. Пока я живу, я пою. Пока я пою, я живу. Песни – это, наверное, больше для здоровья духовного, а вот по части физики правило «ты то, что ты ешь» никто не отменял. Рекомендации неизменны. Побольше овощей и фруктов, желательно 500 граммов в день, меньше соли, сахара, мучного и жирного. Ежедневная небольшая порция орехов равносильно одной таблетке от давления. Давление высокое давно. Режим не нарушаю. И соль, и сахар, и ходьба у меня, ничего мне не надо, я на даче. Ой-ой-ой, работаю. И очень подвижная, оптимистка. Может, за счет этого и живу долго, 80 лет. За счет здорового образа жизни снизить показатели на тонометре можно на 30-40 мм, то есть реально его контролировать и держать в норме. Главное прислушиваться и к себе, и, конечно, к медикам. Последнее, пока у населения получается с трудом, только 10% граждан готовы выполнять рекомендации врача полноценно. Александра Головина, Вячеслав Беспалов, телеканал Йорган, Сыктывкар.